Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске в подъезде обнаружили двухлетнего мальчика. Полицейские установили личность ребенка и его матери. Увидев испуганного ребенка в подъезде, прибывшая на вызов врач сообщила об этом на пульт дежурной части МВД. Между тем, в полицию города с заявлением о розыске без вести пропавшего малолетнего никто не обращался. Чтобы оградить найденного ребенка от опасности, полицейские определили его в детское специализированное учреждение и приступили к установлению его личности и розыску родственников. Благодаря соцсетям в полицию поступил звонок из Санкт-Петербурга. Своего внука увидела бабушка, и уже вечером в полицию обратился близкий родственник мальчика, проживающий в Якутске. В отношении его 29-летней матери розыск продолжен. Со слов родственников выяснилось, что молодая женщина склонна к употреблению алкоголя и ушла из дома 14 октября. Якутянина обязали выплатить штраф за незаконную рубку деревьев. По иску прокурора Горного района суд обязал гражданина возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Мужчина вырубил около 55 кубических метров лиственницы на территории Магараского участкового лесничества Горного района. Материальный ущерб оценили в сумму свыше 170 тысяч рублей. Осужденный отказался добровольно возместить ущерб, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора. В 19 образовательных учреждениях Мирбинского района выявили нарушение градостроительного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Во время проверки выяснилось, что в них не назначены лица, ответственные за эксплуатацию зданий, а также нарушены сроки проведения технических осмотров зданий. Прокуратура региона сообщает, что без постоянного эксплуатационного контроля со стороны ответственного лица могут быть несвоевременно обнаружены отклонения от нормативного режима эксплуатации здания, нарушения в состоянии конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания и систем инженерно-технического обеспечения. По результатам представления прокуратуры нарушения устранены в полном объеме. В Ярославской области задержан подозреваемый в гибели 7 человек. На данный момент продолжается расследование пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ростове, в результате которого погибли 7 человек, в том числе 5 детей. Следователи установили, что причиной возгорания стал поджог. В ходе расследования был установлен подозреваемый и его местонахождение. Поджигателем оказался житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Все, я спустился вниз. По лестнице? Да, дошел к машине. Так. Из куртки. Куртка у меня в машине была, я потому что был в одной майке, в штанах спортивных. Вот. Взял зажигалку, видать, и пошел. В каком состоянии алкогольного опьянения вы находились? Пьяный. В Барселоне прошел митинг противников выхода из состава Испании. Они потребовали прекратить беспорядки, которые несколько дней подряд устраивали в городе радикально настроенные сепаратисты. Подробности в следующем репортаже рассказывает Татьяна Гамозова. Противники отделения Каталонии от Испании вышли на собственный митинг и потребовали от сторонников независимости прекратить насильственные действия. Вечером в субботу радикально настроенные демонстранты в масках снова вступили в стычки с полицией и жгли мусор в центре Барселоны. Массовые выступления, по большей части мирные, начались в понедельник, когда суд приговорил к реальным срокам 9 лидеров движения за независимость. Несколько ночей, однако, горожанам пришлось пережить беспорядки. В воскресенье сотни людей под флагами Испании и Евросоюза собрались на площади Святого Иакова перед зданием местного правительства и рядом со штаб-квартирой полиции. По словам одной из активисток, они пришли поддержать тех жителей региона, которые страдают от протестов. Мы пришли поддержать всех испанцев, всех каталонцев, которые чувствуют себя покинутыми правительством Педро Санчеса. Мы хотим дать им понять, что они не одни. Многие из нас на их стороне. Мы их поддерживаем, и нас не заставят замолчать. Перед митингующими также выступил глава проюнионистской партии «Граждане» Альберт Ривера, который заявил, что для прекращения хаоса необходимо лишить власти еще одного сторонника независимости, президента Женералитета Каталонии Квимо Торру, который, по словам Риверы, призывает своих сторонников к насилию. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.